Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто нервничает из-за вас, кто из-за вас переживает. Давайте посмотрим, кто этот человек, ну и откуда эти нервы, откуда эти переживания. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Но здесь показывают про вас и показывают, что вы очень сильно за последнее время изменились. И вот как будто бы вы решили жить по-другому, жить лучше, жить для себя. Вот как поменялось и внутри, и снаружи. И это невозможно не заметить. И я так понимаю, что вы в последнее время очень много комплиментов получаете, да, вот прям люди говорят, а ты другая какая-то стала, ты вот сама на себя не похожа. Вот расспрашивают, а что с вами случилось, что в жизни произошло. Вот действительно, вот как будто бы расцвела, да, и цветешь для себя, вот так идет энергетика. То, что вы для себя делаете, это прорыв, это замечательно. То, что вы решили жить для себя, это тоже очень хорошо. У вас жизнь начинает меняться, как будто бы координаты вашей жизни начинают меняться. Раньше вы как будто бы в какую-то черную дыру летели на всех скоростях, а теперь вы куда-то в противоположную сторону двигаетесь, в сторону там, где красиво, светло, солнечно, да, вот как тепло мне еще идет, как светлое будущее, да. И вот смотрите, у кого-то из вас есть парень, у кого-то есть муж, у кого-то любовник есть. Этот мужчина из-за вас очень сильно стал нервничать, потому что у вас даже вот как-то тембр голоса поменялся. Если раньше вы были такая вот принимающая, любящая, понимающая, гиперзаботливая, вообще как-то пренебрегали собой, своими интересами, то сейчас вы такая: нет, у меня есть дела, у меня есть планы, мне собой нужно заниматься, да, и мужчина начинает нервничать. Вот его пугает эта ваша прохладность, его пугают эти перемены, он вот как не понимает, да, о чем эти перемены, к чему эти перемены. Ему кажется, что у вас кто-то другой завелся, да, вот вы себе какого-то другого мужчину нашли. Ему кажется, что вы хотите, да, себе другого мужчину. Ему кажется, что вы к нему охладели, что вы его разлюбили, что между вами как будто бы какая-то трещина произошла. Ну, либо какое-то вот похолодание, да, похолодание настало. И что самое интересное, вот именно сейчас ему вот хочется вашей любви, вот как никогда хочется вашего внимания. А вы вся такая деловая, вся такая занятая, на своей волне. Конечно, он нервничает, конечно, он весь издергался, он не понимает, к чему это, почему его женщина такая теплая, добрая, уютная, всегда вот как доступная мне еще идет, да, вот вы ему никогда не отказывали. Вдруг так в один момент поменялось. Кстати, у кого-то еще отыграется, что вам какой-то мужчина нравился, ну и вы его выделяли, да, вы оказывали ему знаки внимания, а теперь вы перестали это делать, этот мужчина ходит, он такой: не понял, а что случилось, да, что произошло, кого она себе нашла. Ну вот первая мысль — это вот, что у вас кто-то другой появился. И у кого-то из вас, девочки, отыграется, что мужчина буквально начал за вами подслеживать, да, начал буквально вот как нос по ветру держать, да, пытаться понять, что там у вас, кто там у вас, кто этот человек, там штудирует ваши социальные сети, либо как-то даже тайно следит за вами, кого-то просит, чтобы за вами следили, да, не понимает. Знаете, как если бы мы знали, что это, но мы не знаем, с чем мы имеем дело. Да? Вот как-то так мне идет. У мужчины сон пропал, у мужчины аппетит пропал, у мужчины какие-то блуждающие боли даже появились. И он такой: неужели она меня разлюбила? Неужели это конец? Неужели вот все? Как бы наша эта история любви подошла к финалу.
А еще интересно, что запустился такой механизм противовесов, да, когда чем меньше мужчина от вас внимания получает, тем больше вы ему нужна, тем сильнее его к вам тянет. Вот. А вам уже этот мужчина кажется слишком таким вот липучим, его слишком много, он не дает вам проходу, он слишком много о себе возомнил. Может, действительно вы решили от него уйти, да? Может, вы решили действительно порвать с ним отношения. Но больше мне, конечно, похоже, что вы решили вот себя радовать и жить для себя. Ну и как бы да, он нервничает, очень нервничает. У кого-то вот из мужчин даже глаз начал дергаться на нервной почве. Да, он как про вас вспомнит, подумает, так и глаз начинает дергаться. И дергается целый день, напоминая, кстати, о вас. Да, очень изменились. Я вам даже больше скажу. Вот я вижу, что вы за последнее время то ли похудели, то ли как-то вот себя немножко в порядок привели. Вам захочется красок, вам захочется нового гардероба, вам захочется попробовать то, что раньше не пробовали. Какие-то вот эксперименты с прическами, с цветом волос, какой-то вот новый мне еще идет гардероб, такой вот прям идеально на вас садящийся и подходящий вам, какой-то вот яркий, весенний, от него такой, знаете, кошкой, пантерой, да, вот веет. Вы как кошка, грациозная, как пантера, такая резкая, прекрасная и опасная для мужчин мне идете. Да, да, очень удачное, да, выбрано время. Может, вы и не выбирали время, да, может, просто оно само собой так пришло, либо получилось. Вот именно к весне вы очень сильно преображаетесь. И ваши преображения, они еще не окончены, да, ваши метаморфозы, они еще в полном ходу, да, еще будут и будут. Вы очень сильно поменяетесь. И вот мужчина, он еще побегает, да, еще понервничает из-за вас. Хороший на самом деле знак, мне это все нравится. Вот, особенно у вас очень выгодная позиция. А вот у мужчины прям совсем невыгодная. Вот наконец-таки он вас по-настоящему оценит. Вот наконец-таки, да, вы получите от него именно то внимание, которое очень долго ждали, которое он не давал. И если ваш мужчина не свободный, ну, может быть такое, да, у кого-то точно так отыграется, то этот мужчина прям очень сильно взбодрится вашими переменами. И я так понимаю, что вы буквально, сама того не ведая, подводите его к судьбоносным решениям. То есть вполне возможно, что он вот ускорит свой развод, либо просто будет требовать, да, скорейшего развода и скорейшего оформления отношений с вами. Ну, потому что он чувствует, что он вас теряет. Он чувствует, что вы уже не так его любите, либо не так, как готовы ему всю себя посвятить, да, вот что-то поменялось, вот как потерялось что-то, оборвалось. Из-за этого, да, он очень сильно нервничает. Если у вас действительно другой мужчина появился, ну, вы молодец, вы выбираете для себя лучшее, и вы идете правильным путем. Дальше. Показано, что из-за вас нервничает женщина. Вот я вам говорила, да, у кого-то вот отношения треугольные. Возможно, это ваша соперница, возможно, это женщина, которая там имела виды на мужчину. Может быть, это даже не связано с вашим мужчиной, а связано с каким-то другим мужчиной. То есть вы так сильно похорошели, что эта соперница уже места себе не находит, уже подумывая, да, как бы с вами там справиться, что предпринять. А может, там мужчинку ослепить, чтобы он не видел вашей красоты, либо что сделать, да, куда-то его там в чемодан засунуть и с ним куда-то уехать подальше от вас. Вот реально она вас боится. Кстати, вот на работе еще может быть конкуренция именно вот в рабочих моментах, да, в карьерных моментах, либо в моментах бизнеса. Вот то, что вы поменялись, стали больше, ну, думать о карьере, больше думать о продвижении, о том, чтобы бизнес как-то свой, да, реформировать. Вот если конкурентка, то прям очень сильно напрягается, тоже за вами следит. Каких-то даже этих шпионов, да, шпионов посылает в вашу сторону, чтобы они разузнали, да, что происходит, что вы там задумали, на что вы решились. Вот ей прям не по себе. У кого-то еще отыграется,
что женщина нервничает из-за вас. Почему? Потому что она ходила, допустим, к гадалке, и гадалка вас точно описала, да, и сказала, что вы ее погибель, да, что из-за вас у нее там все рухнет. И она прям ходит и места себе не находит. Может, она вас визуально не знает, да, вот не встречала вас. Но вот кому-то гадалка рассказала, что вы погибель. Вот четко вас описала. И даже если незнакомые, там женщина не на шутку испугалась, и ей сказали, что там никаких вариантов нет, как бы, ну, все, она победит, да, то есть про вас сказали, что вы победите. И там у женщины просто истерика случилась, да, панические атаки приключились. И дальше, я так понимаю, по нарастающей пойдет. Ну, потому что вы не будете сворачивать с выбранного пути, вы будете и дальше идти в прогресс, вы ни в коем случае не остановитесь. Пока вы не почувствуете, что вы счастливы, пока вы не почувствуете, что вы обрели все то, о чем так долго мечтали и что долго так не давалось в руки, вы не остановитесь. Вы четко взяли курс на свое продвижение, на свою счастливую жизнь. Вот хочу быть счастливой, и я буду счастливой. Все. И меня никто, ну, не сможет ни остановить, ни удержать. Вот как-то так мне идет. Так, еще. Ну вот показывают мне людей. Эти люди, они, ну, то ли родственники ваши, то ли семья, ну, вот близкие вам люди, да, там родители могут быть, братья, сестры, дети у кого-то могут быть. Дети, особенно если вот взрослые уже дети, да. Раньше вы, ну, буквально все свое свободное время посвящали своей семье. Там, уходу за детьми, помощь родителям, там, может, все рассказывали, там, может, и особо нечего было рассказывать. Опять же, вот дети, да, вот все, что есть, все детям. Там и покушать, и постирать, погладить, и там интересами детей жили. А теперь вы выбираете себя. Дети тоже напрягаются и думают, что случилось с нашей мамой. Либо там родители думают, что случилось с нашей дочкой. Почему она так сильно поменялась, почему она, ну, вышла из своего этого амплуа, да, удобной женщины, удобной мамы, либо удобной дочки, и почему она вот так себя ведет. Но вот да, привыкли, они привыкли, что вот вы пренебрегаете своей жизнью, пренебрегаете своими интересами и живете интересами своих близких. У кого-то тут вообще комбо отыграется. То есть вы так и мужчину приучили, и детей приучили, и родителей приучили. А теперь вы просто устали, да, и решили жить для себя. Да, многие из-за вас переживают, многие из-за вас нервничают. Ну, потому что вы становитесь сами собой. Вы становитесь женщиной неудобной, а женщиной счастливой. Вот. И это прям очень правильный курс. Кстати, у кого-то дети даже ревновать тоже могут, да, и думать, что ну мало ли там, все, мама влюбилась, мама типа мужчину себе заведет, а типа мы несчастные детишки, что же мы делать будем, да. Но у кого-то родители тоже там ревновать немножко начали. Вы же ничего не рассказываете, ну либо вы рассказываете, а они вам не верят и думают, что вы что-то от них скрываете, да, и поэтому нервничают. Дальше показывают мужчину, очень похоже на как бывший мужчина, да, может мужчина, с кем у вас разлад произошел, либо разрыв отношений, может развод произошел. Этот мужчина честно очень прям надеялся, верил и ждал, что вы дойдете до какой-то точки невозврата, что вы действительно там, ну вот в проблемах закопаетесь, вас засыпят проблемами, и что вы к нему вот прям приползете и начнете просить его, вот спаси, помоги, родной любимый, там я на все согласна, вот все, что хочешь делай, только помоги, да, я без тебя вот не вывожу эти все проблемы. И он прям, ну вот дал даже какое-то время вам, там какой-то там год, там, либо 2 года, у кого-то пару месяцев, он вам в лицо мог это говорить, что ты еще приползешь, да, приползешь и будешь меня умолять, и будешь меня просить. И вот он честно надеялся, что вы, ну, буквально на пути в никуда, да? Вот, что вы слабая, что вы ничего не можете, что вы никому не нужна. Ну, в общем, там он себе утешил, да, расписал, утешил. А тут на тебе такой поворот. Вы хорошеете день ото дня, вы карьеру делаете, вы, ну, идете к своему счастью. И, конечно, мужчина начинает нервничать, потому что это как бы 100% он ошибся, он вас потерял.
и теперь вы шикарная женщина, теперь у него конкуренция будет, да, если он захочет вас вернуть. Теперь вы себя цените, уже к нему не вернетесь, да, вот эти абьюзивные отношения. И, конечно же, он нервничает, потому что он понимает, что вы умница, красавица, нужна всем. А он вот с его дурным характером, да, с его вот этой ветреной головой и дурными поступками уже никому не нужен. Прям совсем никому не нужен. То есть там ни чужие, ни свои, никто терпеть его уже не будет. То есть сыграл и проиграл, а вы наоборот выиграли. То есть все его прогнозы мимо кассы пошли. Очень сильно ошибся. Он хотел вас продавить, он хотел вас под себя настроить, он какими-то жестокими методами пытался вас вот в какую-то свою, я не знаю, там, рабыню превратить, да? Домашняя рабыня, там, либо рабыня для удовольствий, но ничего не вышло, абсолютно ничего не вышло, вышло все равно наоборот. Теперь он там сам себе сидит, никому не нужный, а вы цветете, вы процветаете, вы красивая, вы всем нужна, вы всем желанны, вы купаетесь в комплиментах, во внимании купаетесь. И, конечно, это разбивает ему сердце. И он такой не понял, да, что произошло, почему так произошло. Но он пытается какие-то найти ответы, а ответов-то на самом деле нет. Нет, все, время вышло. То, что ты не оценил женщину, нет, он вас оценил, да, он понимал, кто перед ним, он очень был рад, что вы такая скромная, что вы такая удобная, что вы такая жертвенная. Но ему хотелось прям больше. Вот почему-то мне идет, что он хотел, чтобы вы как рабыня у него были, да, как вы такое беспрекословно все выполняли, не имели своего ни мнения, ни голоса. И вот прям 24/7, вот все, что он там скажет, пожелает, чтобы вы исполняли. Да? Вот к этому он вел. Это какая-то его мечта, какой-то его фетиш был. И очень много он вам неприятностей доставил, очень много вот обидных вещей произошло по его вине. Ну, вот такой вот мужчина. Испорченный мужчина, скорее всего, его кто-то испортил, может, он и испорченным родился, а может, ему внушали, например, там, добрая мама внушала, что ты у меня сыночек такой желанный, такой хороший, там, любая там, деваха за тобой побежит, там, себя цени, себя там, береги и прочее, прочее. И он в это поверил, да, и он таким стал. Ну, а теперь все, сидит и нервничает, потому что вы красавица, процветаете, а он, наоборот, как в упадок падает. Да, вот утерли вы ему нос. Не урыла, но закопала, да, причем по самую макушку. Я, знаете, еще что скажу. Вот этот ваш бывший, он еще какие-то сплетни может про вас распускать. Что вы там у кого-то на содержании, что вы какого-то себе любовника нашли, что, возможно, там, когда вы были вместе, вы типа ему изменяли, поэтому вы расстались. То есть про себя он не расскажет, что он был мудак, а про вас он может рассказывать. Но все-таки, девочки, у него сердце прям скукожилось, кровью обливается, локти себе кусает. Но еще здесь показаны переживания мужчин, двух мужчин. Я так понимаю, что эти мужчины вам симпатизируют, либо влюблены в вас. И эти мужчины очень сильно переживают, что вот к вам не подойдешь, что вы не обращаете на них внимания. Видно, какие-то были, да, вспоминаете, кто к вам в последнее время подкатывал, вот двое разных мужчин, что вот они подходили, а вы там просто льдом их обдавали, либо вы как-то вот... не всерьез их воспринимали. И эти мужчины очень сильно нервничают, потому что, да, такая красивая, такая недоступная. И, мечты о вас, они как бы разбиваются о камни реальности, да, то, что вы к себе не подпускаете. Один мужчина уже буквально вот нос повесил, руки опустил, а другой мужчина, наоборот, решил как-то себя тоже изменить, чтобы вам соответствовать. Либо какими-то поступками, какими-то достижениями, да, вот каким-то успехом обратить ваше внимание на себя. То есть я не просто какой-то там Ваня, Паша, Миша, да, я вот там по имени-отчеству называюсь, либо обо мне говорят, я там местная звезда, либо местный популярный мужчина. Да, вот это решил делать, такую вот выбрал тактику. Видите, опять же, да, слабый мужчина отсеялся, а сильный мужчина решил действовать. Так что вот готовьтесь, этот мужчина будет еще пытаться добиться вашего внимания, расположения.
И ради вас, да, ради вас он пойдет даже на какие-то героические поступки, на какие-то достижения, ну, чтобы вам соответствовать. Да, вот даже такой уровень показали. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.